там? Ну, что ты скажешь? Я очень люблю... Мне удалась, как мне кажется, удивительная вещь в этом спектакле, потому что если открыть Википедию, да, то там сообщают, что был такой Иосиф Шор, который, собственно говоря, рассказал историю про этого, ну, то есть он сам контрабандист, ну, не контрабандист, а, как называется, ну, в общем, легендарная личность, и он, роман задумывался про человека из прошлого, то есть про Кису Воробьянинова, и Киса должен был быть главным героем. Но так случилось, что когда начали писать, собственно говоря, Ильф и Петров, как бы записывать этот роман, то, соответственно, Остап выпрямился и задышал полной грудью, а Киса ушел на второй план. И ни в одном советском фильме нет деталей, которые я удивился. В романе, когда, значит, когда мы стали работать над этим материалом, и прочтя, потому что Мостов был там, условно говоря, 14 лет, я помню тогда, мне очень понравился роман, это было жутко смешно, у меня сестра очень любит читать. Она говорит: Сережка, прочти, будешь хохотать вообще. Вот, я прочел и действительно хохотал, и это такой образчик, так сказать, юмора на то наше время, да, молодое. И вот я читаю, дохожу до места, что когда он зарезает, значит, подрезает Остапа, он берет его, эту бескозырку, ну, условно говоря, фуражку. Он берет его фуражку, и потому что меня все время в советских фильмах смущал момент, когда сторож обращается к нему и говорит: солдатик, солдатик. А с чего солдатик? Когда он стоит просто, то есть почему солдатик? А солдатик просто потому, что это фуражечка. И я понимаю, что Киса при всей своей немощности, но потенциально сопровождающий этого афериста, то есть а жулик, он кажется большой. Вот, то есть он как бы такой нереализованный Остап Бендер. И так сложилось, ну, как бы, да, тут художник мне так раз, мне приличный костюм дает, как бы. Я вдруг и понимаю, что мы такие Бонни и Клайд, мы выходим, как бы, такие, как бы, немножко из 70-х, но все-таки такие, костюм, ну, как-то в фильме известном, да, костюм с отливом и в Ялту. То есть вот как бы вот это ощущение, и потом так получилось, то есть когда мы значит, Сергей Михайлович выстраивал спектакль, вот эта музыка, это такой хаос, условно говоря, назовем, значит, и я вдруг понимаю, что вот это как в 90-х у нас было, как вот это я там где-то вот это все я ходил, и вдруг это ложится, и я понимаю, что мы значит, с Сашкой Геренком, значит, в разных плоскостях, он фронтально, а я в другую сторону бегу. И в этом такая метафора, такой образ, как мы в разные стороны друг от друга бежим, мы вместе, но мы ни хрена не вместе. Вот, и это так. И меня это настолько, как бы, ну, я вдруг понял, что это, ну, интересно. Это просто интересно. Мое сознание это так для себя я развернуло, что я очень люблю именно вот эту сцену. Я все в ней качу все время, ну, то есть я, получается, как бы все время наблюдаю за Остапом, слов у меня немного, развернуться негде. Вот. Остап идет монологом, вот, а я при нем. Но я слушаю, Сашка очень интересный артист, очень спонтанный. Саша и есть Остап, да, на самом деле. Его природа, я все выверяю, я такой, знаете, правильный. Вот, выверяю до последнего. А Сашка входит в сцену и не совсем понимает, что он будет делать дальше. Это на самом деле, это я буквально недавно наткнулся, там, в Голливуде про это как бы, ну, давно уже знаю, да, то есть они как бы пользуются этим. То есть это другой способ. То есть когда ты как бы аккумулируешь энергию, но ты не понимаешь, как она самого тебя развернет. И вдруг я увидел в глазах у Саши, я увидел вот это именно, вот это ощущение. То есть он такой, он как бы нечеткий, я как бы это сознательно делаю, то есть играю в инфернальность. То есть это как бы по мне не считаешь, про что я думаю. Да? А потом я открываюсь неожиданно, и тогда это как бы работает. Да? А Сашка, это вообще его жизнь, он так дышит, как бы, у него постоянно вот это вот ощущение некой такой непредсказуемости, оно как бы ему сопутствует. И поэтому
Интересно, 12 стульев, вот когда я добираюсь до вот этих крайних сцен, и ну, все рассказываю, ну а что же делать, как не рассказывать, да? Я вдруг почему-то, я осознал простую